Интересы Абхазии достойно представлены в Республике Южная Осетия. Налажен хороший контакт с Министерством иностранных дел со всеми государственными структурами, отметил, встречая президента, посол Алан Илбакиев. Рауль Хаджибов подчеркнул, что по мере возможности руководство Абхазии будет делать все возможное для улучшения условий работы посольства. Те возможности, которые есть, они будут еще больше предоставляться для того, чтобы посольство чувствовало себя совершенно по-другому, комфортно. Надеюсь на то, что те работы, которые мы с вами предполагали, они будут реализовываться. Для абхазской делегации в фойе посольства была организована художественная выставка, на которой были представлены работы известных юго-осетинских художников. Министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева рассказала об авторах работ, особо подчеркнув, что в республике много молодых и перспективных художников. Это вот то село, где он родился, высокогорное село. Вот эти приземистые такие, сказать, дома, но в них рождались, наверное, таланты, герои. После официального визита в Южную Осетию президент Рауль Хаджимба совершил рабочий визит во Владикавказ. Здесь состоялась встреча президента Абхазии с главой Северо-Осетинской республики. Приветствуя Рауля Хаджимба, Вячеслав Битаров отметил, что у братских народов абхазов и осетин общая история и давняя дружба. Во все тяжелые времена мы поддерживали и помогали друг другу, сказал Вячеслав Битаров. Рауль Хаджимба поблагодарил за теплый прием и подчеркнул, что Республике Абхазия важно выстраивать взаимоотношения со всеми северокавказскими республиками. Сейчас в Абхазии активно развивается курортная сфера, сельское хозяйство, и в этом нам помогает Российская Федерация, подчеркнул президент. Затем состоялась встреча в расширенном формате. Глава Северной Осетии поприветствовал гостей и отметил, что пришло время укреплять наши взаимоотношения в сфере экономики, культуры, образования. Хотелось бы, чтобы дальнейшие наши отношения укреплялись в области экономики, культуры, науки, образования, в других сферах, в которых у нас есть потенциал и огромное желание. Со своей стороны, республика наша желает, чтобы как и наших южных братьев, так и Абхазскую республику признали все международные структуры как независимое государство, как независимая территория, независимый народ. Отношения с Северной Осетией, Северным Кавказом в целом с Россией очень важны для Абхазии. Их надо продолжать и развивать, подчеркнул Рауль Хаджимба. Наши отношения и с Северной Осетией, вообще в целом с Северным Кавказом и с Россией достаточно позитивные. И я не сомневаюсь в том, что их следует еще более наращивать. Есть возможности, которые присутствуют и у самой Абхазии. Это вопросы, мы говорили, и в сфере курортной деятельности. У нас активно развивается сегодня тема сельского хозяйства, вкладываются серьезные средства для того, чтобы Абхазия могла бы себя и обеспечить тех, кто к нам приезжает своими собственными продуктами. Мы активно говорим о том, что Россия, признав нас, содействует тому, чтобы Абхазия стала государством, реальным государством. Да, к сожалению, процессы признания не так уж быстры, но нам есть чем гордиться. Нас признало ряд государств. Процесс, конечно, сложный, трудный, но поддержка России, поддержка наших друзей, всех тех, кто не безразличен к нам, в том числе и субъекты Российской Федерации, и в первую очередь это республики Северного Кавказа. Мы открыты для сотрудничества. Мы хотим, чтобы на нашей территории и мы могли бы, в свою очередь, иметь возможности активно включаться в те процессы, которые есть в республиках Северного Кавказа. На встрече также была отмечена необходимость выстраивания межпарламентских связей для более активного взаимодействия в законотворческой деятельности. Участники встречи выразили готовность приступить к реализации намеченных планов как можно быстрее. Ирина Аршба, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.